По линии громадского парадку минулые выходные в Бресте регионе выдались спокойными. В воскресенье нами не зарегистрировано очагов протестной активности, а следовательно и не было задержанных за нарушение законодательства о массовых мероприятиях. Мы все с вами наблюдали в выходные дни большое количество наших людей в торговых объектах, которые приобретали подарки для своих родных и близких. В преддверии новогодних праздников нам бы хотелось напомнить элементарные меры и правила безопасности. На дорогах в области отбылись 2 дорожно-транспортных здарения. Один человек загинул, один отримал травмы. 25 декабря 36-летний водитель автомобиля «Део» по предварительной информации выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулась с автомобилем «Тойота». Еще одна авария произошла также 25 декабря около 22 часов 35 минут. По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля «Пежо» совершил наезд на 41-летнего нетрезвого пешехода, который сидел на проезжей части улицы Карбышева. На території Брестської центральної городської больниці у бытовым помешканні кислородної станції відбулося узгорання. На жаль, у виніку пожару загинув чоловік. Усього минулі вихідні на території в області супрацовники МНС зареєстрували 12 пожарів. 5 чоловік загинули, 2 травмовані. 27 декабря в городе Бресте на улице Локтионова произошел пожар кирпичного здания кислородной станции Брестской центральной городской больницы. На пожаре обнаружен погибший работник больницы 1956 года рождения. Огнем повреждено имущество, закопчены стены и потолок кислородного цеха. Технологический процесс работы станции не нарушен. Причина пожара устанавливается. Мели месца и выники браконьерства. Только за выходные конфисковано 14 незарегистрированных паляўнічых ружьев. На территории Барановского района была выявлена незаконная охота на лосиху, при которой было еще обнаружено 2 эмбриона. По данному факту возбуждено уголовное дело. Вред, нанесенный природе, составляет 90 базовых величин, которые виновным придется выплатить в установленном порядке по решению суда.